Добрый день! Сегодня Народный центр ткачества «Шелковый путь» при историческом музее города Бирска проводит новый мастер-класс. Посвящаем мастер-класс ткачеству башкирских казачьих поясов. Из чего ткутся, с какой целью они ткутся, какого качества они должны быть и чем отличаются одни казачьи башкирские пояса от других. Мы ответим на эти вопросы. С 10 апреля 1798 года башкирское и мишарское население нашего края было переведено в военное положение, военные сословия и должно было нести военную пограничную службу на южных рубежах России. Башкиры и мишары отправлялись на военную службу в своих национальных костюмах, но в военных костюмах. И полагались какие-то воинские различия. Нашивки на воротниках, на рукавах и особенно боевой пояс должен был рассказать, показать, кто он, рядовой воин или же из командного состава. В 1850 году в 5-м кантоне, в Бирском кантоне башкирского казачества, количество бойцов доходило до 30 тысяч, а в общей сложности с нашего края охраняли южные рубежи России более 500 казаков. Из какого материала, из какой пряжи, из каких ниток можно ткать боевые пояса? Я показываю пехорка, детская новинка, так называется пряжа, из которой мы ткем обычно для рядового состава и для командного состава эти казачьи пояса. Конечно, можно парадные казачьи пояса ткать из дорогих ниток с золотистым отливом. Это для нарядного торжественного случая парадные пояса. Они светлые, белого и золотистого цвета. Сегодня я буду ткать пояс рядового простого башкирского казака. Не очень широкие, с синей полоской, с синим отличием. Это означает, что он рядовой. Он как все, но каждый боец вносил свой вклад в дело службой, победой. Вы видите башкирского казака рядом со мной. На нем офицерский пояс, парадный кафтан. У рядовых бойцов были синие кафтаны, иногда черные, синие шаровары, и опоясывались они вот такими синими поясами. Пояс на 2 оборота, длиной 3,5 метра, шириной не меньше 5 сантиметров. Каким образом ткем? Бывают специальные лентоткацкие станки. Можно ткать на обычном напольном или настольном станке, но желательно плотно надо прибивать нити утка и нити основой заправлять очень плотно, иначе пояс будет непрочным. Заправляем примерно, насколько позволяют эти штырьки, на 3,5, можно и длиннее сделать. Почему на 2 оборота? Чтобы заправлять за пояс оружие, саблю. И пояса некоторые, особенно широкие пояса, были с секретиками. Они были двуслойные, и можно было туда спрятать снизу за пояс что-то дорогое. Заправляются нити таким образом. Начинаем отсюда. Одна нить проходит по верху, и далее вторая нитка, четная, скажем, заправляется по низу, 3-я по верху, 4-я по низу и так далее. Крайние нити верхние. Тогда кромка получается ровной. Как зев получаем? Свободные нижние нити открывают свободный зев, а верхние нити мы спускаем с помощью дополнительных нитей для образования второго зева. Спущенная нитка, нижняя нитка,
Следующая спущенная нитка, нижняя нитка, вот, спущенная, нижняя и так далее. Как зев открываем? Вот один зев рабочий, допустим, игличка прошла сюда. Как второй зев получаем? Для этого мы нажимаем с силой. Вот он, второй зев, игличка проходит обратно. Ряды должны быть одного размера, воин сказал бы, одного калибра. Уплотняем плотно, правильно, нити не перепутаны, переходим на другую сторону. По краям пояс должен быть ровным, аккуратным, без выпуклостей, без пузырьков, мы говорим. Провели. С помощью расчески прибиваем. Хорошо получилось. Открываем новый зев. Вы уже видите, вы уже глазами, в кавычках, ткете вместе со мной. С помощью иглички маленькой я снова уплотняю следующий ряд ниток. Проверяю края ровные. Расческа снова прибивает. Хорошо. Ширину выдерживаем. Зев у нас был открыт в этом положении. Кто скажет, какое действие у нас? Нажимаем, с силой нажимаем, 3-4 килограмма силы. И расчищаем дорогу для следующего проброса. Выравниваем. В коротком этом видео будет ряд фотографий. Основатель движения Марганокса Юлай Галиуллин будет вам показывать, как он с уважением, с любовью носит казачьи пояса, наши пояса. Он заказывал нам пояс. Наш пояс носит самый сильный человек планеты Эльбрус Нигматуллин. Конечно, ему пояс мы соткали 12-сантиметровой ширины. А как же иначе? Ему же надо тянуть очень большие тяжести, сдвигать с места самолет, КамАЗ и так далее. На этих фотографиях вы сможете увидеть разницу в этих поясах. На более статусных мероприятиях, наверное, полагается пояс с красными отличительными полосками. Вот Юлай Эльбрус очень хорошо разбирается в этом. И заказали новые пояса, теперь уже парадные, белого и золотистого цвета. Можете поближе посмотреть, как ткется и фактуру этого пояса. Посмотрим. Проверяем края. Расческа выравнивает нити. Проверяем еще раз. Открываем новый зев. Вот он. Игличка прибивает еще плотнее, чтобы строчки были ровные, одного размера. При протаскивании уточной нити проверяем край, придерживаем кромку. И снова расческа прибивает. Открываем новый зев. Рука не может, поэтому игличкой мы прибиваем, чтобы, вы видите, разницы в размере строчек не было.
Наш центр ткачества прерывал занятия на время ремонта в нашей мастерской. Скоро мы продолжим наши занятия, и по вашим просьбам, по вашим заявкам мы ответим своими мастер-классами на все ваши вопросы. Всего доброго вам!